Здравствуйте, меня зовут Рузалия, и по национальности я башкирка. И сейчас я проведу мастер-класс по изготовлению башкирского национального жилья юрта. Для этого нам понадобится геометрические фигуры из фетра, ленточки, тесемки и лента с национальными узорами. Дальше ножник. Можно использовать пистолет, либо скотч. Берем прямоугольный фетр и соединяем два края. Для этого мы используем клей-пистолет. Закрепляем. Делаем из него цилиндр. Далее берем треугольник, делаем из него полукруг, такой вот уголочек. Также соединяем. Вот так вот будет у нас. И оставляем небольшое отверстие, это называется тюндук. Это отверстие в центре купола, откуда выходит дым. Теперь берем все фигуры, то есть это треугольный фетр у нас, квадрат. Все мы соединяем, то есть это будет у нас вот так. Ну, несколько точек можно использовать, так, чтобы оно закрепилось. Клеим. Берем крышу, то есть купол. Мы ее используем как крышу. Тоже закрепляем. Стараемся закрепить сразу, чтобы крепко-крепко. То есть, если делает ребенок, то обязательно в присутствии взрослого с горячим пистолетом. Вот эти. Закрепляем. Мы закрепили основу, это квадрат, прямоугольник это стены юрты и треугольник это у нас будет купол жилья. Следующее мы берем ленточку с национальными узорами и клеим. Так, закрепляем. Ну, если лишнее, можно вот сюда вот сделать, закрыть за стену. Также выкладываем так, сюда.
закрепляем ленту. И вот тоже мы закрепляем крышечку закрепляем, чтобы оно держалось. Прикрепляем. Берем тесемочку, украшаем крышу. Тоже ее закрепляем. Вместо фетра также можно использовать бумагу, плотную бумагу или же картон. Или дети могут сделать это самостоятельно. У нас новый инструмент. Цвет красный. Ну что? Так, наша юрта готова. Также вы можете ее изготовить вместе с детьми. На этом наш мастер-класс подошел к концу. Спасибо за внимание. А я передаю слово Дине Фанилевне Буляковой. Здравствуйте, Булякова Дина Фанилевна, руководитель Башкирского историко-культурного центра в Ханты-Мансийском автономном округе Югре. Также я являюсь членом Молодежной ассамблеи народов России в Югре. Немножко хочу рассказать вам про башкирскую юрту. Вы сейчас увидели такой великолепный мастер-класс. Все уже могут с детьми в домашних условиях изготовить башкирскую юрту. А как юрта произошла? Про юрту кто-нибудь знает? Вот я немножко вам сейчас хочу зачитать. Башкиры, как и многие кочевые народы Евразии, около половины своей жизни проводили во временных жилищах, самым древним и самым универсальным видом которых была юрта из решеток, то есть тирме, теплая в стужу, прохладная в жару. Юрта, безусловно, лучшее изобретение древних скотоводов, кочевников, из-за ее легкости при транспортировке, устойчивости при степных ветрах и ураганах, способности сохранить тепло в стужу, прохладу в жару, возможности быстро разобрать и собрать, она была идеальным жилищем. Традиционная юрта, как жилище у башкир, ныне не сохранилась. Ее можно видеть на башкирском народном празднике Сабантуй, а также в крупных музеях Башкортостана. Поднявшись в юрте в полный рост, человек вспоминал Аллаха, возносил купол своего дома и делал его окном в небо. Кочевничество – одно из наиболее ярких и своеобразных явлений в истории мировой культуры. Юрту, несомненно, можно отнести к числу важнейших достижений материальной культуры. Главным типом жилища
жилища древних башкир оставалась тюркская юрта. Сходство названий юрты в языках народов, у которых кочевое и полукочевое скотоводство было главным занятием в прошлом, башкир, казахов, киргизов, каракалпаков, туркменов, указывает на определенные единственные происхождения. Величина юрты и цвет ее волоков, покрывавших ее крышу, говорили о достатке ее владельца. В прошлом башкиры вели полукочевой образ жизни, и благодаря этому возникли уникальные атрибуты быта, выполненные в ковровом стиле. В быту кочевников ковровые изделия пользовались самым широким спросом. Полукочевое скотоводство было главным занятием в прошлом. Вот давайте сейчас посмотрим юрту. Вот женщины плели тесьму из крепления юрты из верблюжьей шерсти. Все это коврами укладывалось. На почетном же месте могли сидеть хозяин дома и особо уважаемые гости. Это уже внутри юрты. Если вы присутствовали на сабантуях, в музеях Башкортостана, вы видели, наверное, убранство башкирских юрт. И там вот особое место в середине юрты, это как раз-таки место занимал хозяин дома и гости, которые приезжали. А к туру примыкает сакральная часть жилища – очаг, символизирующий благополучие дома. В годы перехода башкир на оседлость многие считали, что юрта – это символ тяжелого прошлого. Ее как можно скорее надо навсегда устранить из быта, оставив лишь в качестве экспоната музеев. Этого же не произошло, потому что юрта и до ныне сохраняет в человеческом восприятии образ комфортного жилища, уберегающего человека и от зноя, и от стужи. Спасибо за внимание. Немножко вот я попыталась рассказать о башкирских юртах. Сейчас хочу пригласить учителя воскресной башкирской школы в городе Сургуте, Мавлеткулова Зугра Вафировна. Она вам немножко расскажет о башкирах. Здравствуйте. Я хочу рассказать о происхождении слова «башкор». Происхождение этого слова в основном связывают с именем хана Башкорт, который прославился своей отвагой и умом. Но есть еще 30 вариантов происхождения этого слова. В некоторых легендах рассказывается, что слово Башкорт происходит от слова «волк», потому что у некоторых племен, а их у башкир больше 200, башкир образовывает больше 200 племен. И у некоторых племен слово «корт» обозначало волк. И некоторые башкиры и сейчас преклоняются волкам. А есть легенды, в которых рассказывается, что слово «башкорт» происходит от слова «змея», потому что у некоторых древних племен слово «корт» обозначало «дела». Но еще есть версия, что слово «башкорт» происходит от занятия башкир, потому что основным занятием башкир издревле было пчеловодство. Башкир очень древняя нация. Еще знаменитый ученый древности Геродот в своих работах описывает башкирские племена, их жизнь и быт. И Уральские горы он называет рифейскими. В 922 году с целью распространения исламской религии отправляют Арабских Эмиратов ученого-путешественника Ахмеда ибн Фадлана. Его целью было распространение ислама у знаменитой в те времена страны Булгар, на месте которой сейчас находится Татарстан. А путь к булгарам пролегал через башкирские земли. И целый месяц Фадлан проходит через башкирские земли. Он так и называет Башкирию Башкорт-Иле, страна Башкир. В своих дневниках он тоже описывает жизнь башкир, их традиции, быт, праздники.
И результатом этой поездки служило распространение ислама и у башкир. Вот с X века башкиры приняли ислам, но не все племена, потому что племен, я уже сказала, очень много, и до 15 века это продолжалось. Спасибо за внимание. Да, спасибо большое. Спасибо большое, очень интересный доклад рассказала. А сейчас я хочу вас познакомить с музыкальным инструментом башкирским, называется курай, чтобы вы услышали красоту наших музыкальных инструментов. Будет выступать руководитель кружка Башкирского историко-культурного центра по кураю Батыров Юлай Салимьянович. Давайте послушаем тоже все вместе. Түгәрәккүл дигән халык көен тыңланык. Спасибо большое. Да, спасибо большое. Это прям великолепная мелодия курая. На самом деле, как будто мы возвращаемся в родной Башкортостан. Сейчас к вам также представим ведущего мастера сцены, солистка Сургутской филармонии. Великолепная оперная наша дива, певица не только города Сургута, а Ханты-Мансийского автономного округа Югра в полном, Светлана Айратовна Люб, тоже с башкирской песней. Давайте послушаем ее.
каждый раз, вот Светлана Яковлевна, когда поет, мы прямо сидим, вот, восхищаемся ее голосом. Спасибо большое за внимание. Поздравляем вас с праздником. И хочу вам напомнить, что сегодня для вас выступали Дина Фанилевна Булякова, главный специалист Дома дружбы народов Республики Башкортостан, руководитель Башкирского историко-культурного центра в Ханты-Мансийском автономном округе Югры, также член Молодежной ассамблеи народов России «Мы, россияне» в Ханты-Мансийском автономном округе Югры. Также я хочу добавить, Гагунская Розалия Рамилевна, она же Спасибо. тоже является членом Молодежной ассамблеи народов России в Югре и также представителем Башкирского историко-культурного